Только вперед, ни шагу назад. Я, в принципе, думал Д, но можно согласиться с Юсупом. Ну, Д, я тоже говорю Д. Вот это сложно. На этом вопросе я могу полагаться только сейчас на Юсупа. Адам, я теряюсь. Что ты думаешь? Абсолютно верный ответ. Юсуп Магомедович, возглавляете торгово-промышленную палату региона с такой динамичной экономикой. Это большая ответственность. Как бы вы сформулировали такую главную миссию Чеченской торгово-промышленной палаты? Только вперед, ни шагу назад. Не, ладно. Если серьезно, да, то экономическое развитие, выход на международные рынки и зарекомендовать наше производство как отечественный чеченский бренд по всей России и за рубежом. Как происходит вот этот процесс? Как вы заинтересовываете? Чем? Одна из миссий торгово-промышленных палат – это нахождение партнеров внутри России и выход на зарубежные рынки. У нас очень большая сеть, скажем так, членов торгово-промышленных палат по всей России. Это около 40 тысяч предпринимателей входит в сетку членов торгово-промышленных палат России. И у нас внутренняя почта, обмен информацией в различных мессенджерах. Мы продвигаем, рассказываем другим предпринимателям, производственникам о возможностях чеченского продукта и также возможностях чеченского рынка. Продвигаем наших производителей по всей России и также помогаем членам нашей палаты выходить на международный рынок через торговые представительства Российской Федерации от Минпромторга, через наши деловые советы, участвуем в деловых миссиях совместно с командой торгово-промышленной палаты Российской Федерации, предлагаем нашим производителям принимать участие в этих выездах за рубеж, так как уровень встречающей стороны, соответственно, бывает там и министры промышленности, и торговли, и крупные бизнесмены со стороны встречающей стороны всегда присутствуют. Вот какие отрасли регионального бизнеса, на ваш взгляд, являются такими сегодня самыми перспективными для инвестиций, да, но не очевидными для многих? Мне кажется, можно было бы хорошо развить пищевку, то есть какой-то пищевой такой отечественный бренд. У нас, допустим, много людей занимается медом. Но, как я понял, и Адам, наверное, не даст соврать, он с этим сталкивался, у каждого маленькие производства. Сделать какую-то централизацию, интегрирование, чтобы они могли на международный рынок в необходимом объеме свой мед, свою продукцию поставлять. Также там те же соленья, те же какие-то копчения, и наш чеченский, скажем, дум, и сушеное мясо. Но чтобы это было не такой вот одна лавка, а как это централизовано, необходимых объемов, чтобы они могли международный контракт и их необходимость, требования, которые они просят, могли выполнить в том объеме, который покупатель хочет получать данный продукт. А когда это тут 10, там, условно, 10 фляжек меда, там 10 фляжек меда не централизовано, то это срывает полноценные требования от заказчиков. Мне кажется, вот очень хорошо идет развитие нашего национального дизайнерского бренда одежды Фирдаус, да, и такого плана, то есть одежда и продукция, которая соответствует нашему менталитету, и она нравится также за рубежом. Вот сейчас, если мы даже мировые бренды посмотрим, разные там такие дорогие престижные бренды, как там какие-нибудь Зели, Бриони и так далее. Вот их костюмы, они уже где-то, вот их консервативность, их вид, он подходит нам под наш национальный какой-то пошив, под нашу одежду. И мне кажется, надо развивать это тоже, это направление. Существует ли специфика ведения бизнеса в республике, которую важно знать внешним инвесторам, и в чем главные преимущества нашего региона? Во-первых, ментальность и гостеприимство наших людей, о том, что мы всегда приветствуем гостей и тем, кто хочет как-то с пользой открываться, масштабироваться, что такое-то производство организовывать внутри республики. Мы понимаем, что такое развитие необходимо республике, что это новые дополнительные рабочие места и так далее. И надо еще учитывать наш политический вес республики, благодаря руководителю нашего региона. Потому что, как я уже не раз говорил, у нас есть такой феномен, это Рамзан Ахмадович, наш глава. И мировые лидеры,
бизнесмены, они проявляют интерес Чеченской Республики, зная его политический вес, его возможности. И нашим бизнесменам этим преимуществом, этой форой надо пользоваться. Даже элементарно, вот сейчас 6 послов прилетали со стран Ближнего Востока и с официальным визитом нашему главе. Посол Пакистана приезжал. И вот эти контакты, их надо развивать в бизнесе. Хорошо. Юсуп Магомедович, пожелаю вам удачи в вашей деятельности. Адам Шамханович, вот на какие страны сегодня преимущественно ориентирован чеченский экспорт? Как мы знаем, у нас республика традиционно является сельскохозяйственной республикой, и нашими плодами пользуются страны Ближнего Востока. А мы туда экспортируем, на данный момент мы экспортируем отрасли АПК, страны Ближнего Востока, такие как Эмираты, Саудовская Аравия. Акцентируем внимание тоже сейчас на небольшие страны, как Оман, Бахрейн тоже. Хорошо. Вот, Адам Шамханович, вот вы сказали сельскохозяйственная продукция. Вот, если быть более конкретным, то это что-то, пшеница, зерно или что это? Да, у нас на первом месте это злаки, такие как горох, ячмень, пшеница. Вот, сейчас на данный момент хорошо идут за рубеж кориандр, лен тоже хорошо идет. Вот такие злаки у нас на данный момент пользуются спросом в странах Ближнего Востока. Вот каков портрет сегодня чеченского экспортера? Это большой бизнес или какие-то семейные предприятия? Мы сейчас, в принципе, на данный момент в Чеченской Республике широко развит именно индивидуальное предпринимательство. Люди, которые занимаются индивидуальной предпринимательской деятельностью, они готовы, они являются именно толчком малого и среднего предпринимательства в регионе. В основном, к сожалению, у нас крупного бизнеса такого в регионе нет. У нас в основном по международным меркам средние компании. Мы сейчас именно делаем акцент на малый и средний бизнес, помогаем этим предпринимателям расти. Дай бог, получится у нас сделать из среднего предпринимателя крупных предпринимателей. Вот на данный момент работают именно как портрет предпринимателя, это индивидуальный предприниматель малого и среднего размера. Какие вот локальные бренды и товары уже стали такой визитной карточкой на международной арене? На данный момент, как первый упомянул Юсуп Магомедович, это наш бренд по одежде, широко известного во всем мире. Также идут у нас пищевая продукция, такие как чеченские минеральные воды, тоже хорошо идут на страны Ближнего Востока и страны СНГ, хорошо себя зарекомендовали. Также у нас есть именно сувенирная продукция народного художественного промысла. К счастью, предприниматели сейчас делают акцент на этом, тоже пытаются выйти на рынки зарубежные. Хорошо, давайте мы начнем нашу игру. У нас 10 вопросов, и у вас есть 3 подсказки, из которых вам необходимо выбрать оптимальный для вас 2. Это 50 на 50, право на ошибку и звонок другу. Что выберете? 50 на 50, может? Давай. Ну, право на ошибку, да. Отлично. И наш первый вопрос звучит так. Зачем журнал The Economist придумал знаменитый индекс Биг Мака как способ сравнения покупательной способности мировых валют в рамках секретного спонсорского контракта с корпорацией Макдональдс, поскольку ООН признала рецепт Биг Мака золотым стандартом сбалансированного питания, чтобы рассчитывать реальный уровень эксплуатации рабочего класса? Не самый сложный вопрос, я думаю. Да, ну С и Д это просто нелепо все звучит. И Д и Б. А как способ. Ответ А. В 1986 году журнал The Economist запустил этот индекс как шуточный, но он неожиданно стал классикой экономики. Биг Мак – идеальный индикатор. Он продается почти везде, а его рецепт не изменен. Сравнивая стоимость бургера в разных странах, можно легко понять реальную покупательную способность местных валют. На пальцах, ведь в цене Биг Мака уже заложены затраты на продукты, аренду и местную рабочую силу. Второй вопрос. Как называют доход государства от печати денег? Эмиссионный доход, монетная рента, инфляционный налог, сеньораж. Так, как на доход от печати. Я
самое непонятное для меня синьораж, и я думаю, наверное, или эмиссионный доход. Ты что думаешь о том? Не инфляционный точно, монетная рента тоже не бьется. Я думаю, синьораж. Я, в принципе, думал Д. Можно согласиться с Юсупом. Ну, Д, я тоже говорю Д. Синьораж. Давайте выберем Д. Давайте проверим. Синьораж – это чистая прибыль, которую государство получает от выпуска денег. Абсолютно верный ответ. Проще говоря, это разница между себестоимостью изготовления купюры и ее реальным номиналом. Третий вопрос. В каком городе открылась первая в мире торгово-промышленная палата? В Лондоне, в Марселе, в Венеции, в Амстердаме. Ответ Б, В, Марселя. В 1599 году. Один из самых крупнейших портов Европы. И, скажем так, купеческая гильдия на те времена, она организовала такой внутренний совет, чтобы свои взаимоотношения с королевской семьей выстраивать, обсуждать, как избежать нападки пиратов и какие-то экономические такого плана вопросы торговые. Ее создал городской совет Марселя в 1599 году. Абсолютно верный ответ, чтобы защитить французских купцов от пиратов и навести порядок в торговле на Средиземном море. Проект оказался настолько успешным, что марсельская инициатива стала образцом для бизнеса по всему миру, а само название торговой палаты превратилось в международный стандарт. Четвертый вопрос. Какая страна первой в мире ввела понятие «экспортная пошлина» в XIII веке? Франция, Испания, Англия, Китай. Экспортная пошлина, да? Ну, вообще, логически, так как первая торгово-промышленная палата была организована во Франции, то ближе бьется Франция. Но как-то интуитивно мне кажется, что это может быть Англия. Первая торгово-промышленная палата была в XVI веке. А вот тут уже чуть раньше, в XIII веке. Это в 13-м, чуть раньше, да? Да, совершенно верно, это чуть раньше. В 13 веке, в 16-18 веке. Значит, Испания. Испания, наверное, там разные экспедиции в Америку и так далее. Давай используем подсказку. Я уверен, там останется примерно B и D. Наверное, Испания все-таки. Так, у вас какой подсказкой пользуетесь? 50 на 50 или какое? Если 50 на 50, там, в принципе, да, В и Д, если останется, у нас еще разногласия будут. В и Д это точно Испания, не Китай. Так, 50 на 50. Да. Уберите два неверных варианта ответов. И у вас остается А и С. Либо это Франция, либо Англия. А и С. Вот это сложно. Сейчас было. Но они банкиры страшно, англичане. Наверное, они это, да. Англия, да, я думаю, Англия, да. В 1975 году английский король Эдуард I решил пополнить казну и ввел экспортную пошлину на вывоз шерсти и кожи, главных товаров страны. Абсолютно верный ответ. В дальнейшем ее обычно называли старой пошлиной. Решение короля не только обогатило корону, но и навсегда изменило мировую торговлю, заложив основы современного таможенного регулирования. Пятый вопрос. Какой товар Фредерик Тюдор умудрялся продавать в жаркие страны в XIX веке? Зонты от солнца, меховые шубы, натуральный лед, шерстяные одеяла. Фредерик Тюдор, да? Он где-то жил на севере, я так понимаю. Мне сейчас его имя ничего не говорит, Фредерик Тюдор. Это американец. Американец, да? Ну, если так Тюдор умудрялся продавать в жаркие страны, я думаю, шерстяных одеял у них у самих были в тот момент. Какой-то ноу-хау должен был быть. Ну, я думаю, тогда натуральный лед, видимо, натуральный лед как-то подходил, и находили выход, как сохранить лед. Как могли, кстати, у вас есть какие-то догадки? Как лед сохраняли? Да. Мне кажется, Давайте. Ну, во-первых, его, наверное, в больших кусках, глыбах везли. Соответственно, в трюмах, больших глыбах, и, наверное, он сохранялся. Ответ С. Да. Фредерик Тюдор придумал безумный для 19 века стартап. Вырубать лед на озерах США, засыпать его опилками для теплоизоляции, везти на кораблях в жаркие страны. Сначала проект приносил одни убытки, а над Тюдором смеялись. Но он не сдался, в итоге сколотил огромное состояние, наладив регулярные поставки льда даже в колониальную Индию.
Шестой вопрос. В чем суть экономического эффекта «голландская болезнь»? Падение экспорта из-за эпидемии, угнетающее влияние бума в добывающем секторе на остальные отрасли экономики, резкое введение торговых пошлин другими государствами, кризис перепроизводства. Но это, они похожи, В и Д, они похожи где-то в чем-то. Я думаю, В. На этом вопросе я могу полагаться только сейчас на Юсупа. Я только не могу понять, почему это с Голландией связано. Может быть, вот это все произошло в Голландии, на примере вот этой Голландии они все вот Ну, и описали. Ну, в чем они могли там, чтобы у них какой-то был переизбыток производства в чем? Или угнетающее влияние бума в добывающемся на остальные отрасли. Что я и вот сейчас мне сложно сказать, что в Голландии добывают. Сейчас в Голландии, да, там свет делают, телевизоры Philips, это светодиодную технику хорошие, тепличные освещения у них номер один, какие-то парниковые такие производства, а вот что они тогда? Или же введение пошлин для другими государствами. С чем это может быть связано? В связи с болезнью, допустим, ввоз иностранного, допустим, товара, связанного, может, с мясом или с продуктами, и они поднимали какую-то пошлину или ввели какие-то пошлины для ввоза данной продукции. Я вот так думаю, я не знаю. Ответ В. Угнетающее влияние бума в добывающем секторе на остальные отрасли экономики. Голландская болезнь или эффект Гронингена, этот феномен описал журнал The Economist в 1977 году на примере Нидерландов. Абсолютно верный ответ. Суть проста. Когда страна находит богатые залежи сырья, например, газа, и начинает активно его продавать, приток валюты резко укрепляет нацкурс. Из-за этого все остальные отрасли, от туризма до машиностроения, становятся неконкурентоспособными за рубежом, и экономика начинает деградировать. Такой парадокс. Легкие ресурсы приводят к упадку промышленности. Юсуп Магомедович, вот тема халяль-индустрии исламского банкинга сейчас на слуху. Вот, какую роль играет региональная торгово-промышленная палата в развитии этих направлений? Ну, в 2024 году, в августе 2024 года, между Торгово-промышленной палатой Чеченской Республики и Федеральным агентством Роскачества было подписано соглашение о том, что Торгово-промышленная палата образца Роскачества будет выдавать сертификат халяль образца Роскачества. То есть, скажем так, всю техническую, рабочую процедуру будет делать Торгово-промышленная палата. Одним из условий было, чтобы было 4 специалиста, которые будут выполнять эту работу, минимальное количество. Это 2 с духовным, религиозным образованием и 2 с пищевым технологическим образованием. Мы эту команду собрали. Более того, наши 2 духовных специалиста, они как раз были теми специалистами, которые прописывали для Роскачества стандарты халяль. Это Магомед и Шамиль Шавхалов, известный в нашей республике и за пределами, профессор по экономике, именно в исламских финансах. Хорошо. Адам Шамханович, вот представим предпринимателя из Грозного, да, который производит какой-то качественный продукт и хочет продвигать его за рубеж, но не знает, с чего начать. Вот как вы помогаете ему? Мы помогаем предпринимателям выйти на зарубежный рынок. Без разницы, где находится предприниматель, в Авуле, в отдаленных каких-то селах или в Грозном. На данный момент для получения каких-то услуг ему просто надо зайти на сайт и посмотреть, какие у нас услуги есть. Здесь я могу просто коротко рассказать, какие услуги мы можем предоставить для предпринимателя. Это в первую очередь пользуются у нас популярностью такие услуги, как бизнес-миссия. То есть мы выезжаем в зарубежные страны с нашей делегацией, с предпринимателями. Реверсная бизнес-миссия. Если у предпринимателя не получается выехать на зарубежный рынок, мы приглашаем и из других стран потенциальных покупателей. Совместно с торгово-промышленной палатой мы часто проводим такие мероприятия. Сюда приглашаем предпринимателей, здесь проводим для них мероприятия. Также мы организовываем реверсные бизнес-миссии для наших предпринимателей, у которых нет возможности выехать на зарубежный рынок. А мы сюда их приглашаем, потенциальных покупателей, организуем для них встречи с нашими потенциальными продавцами. Организуем эти мероприятия совместно с Министерством экономического и территориального развития, совместно с торгово-промышленной палатой. Эти мероприятия
помогает нашим предпринимателям продемонстрировать свою продукцию, показать именно потенциальным покупателям производственного цеха свои услуги. Также мы организовываем для предпринимателей выставки, зарубежные выставки международного формата. Оплачиваем для них именно 100% оплачиваем аренду, 80% оплачиваем пересылку пробной продукции, 80% оплачиваем застройку этого стенда, предоставляем переводчика. Также для них организован там же встречи с потенциальными покупателями. И 20% со стороны предпринимателей софинансируется, как я уже сказал, застройка стенда и пересылка пробной продукции. Также мы для них готовы оказать услугу в получении каких-то сертификатов, то есть получение каких-то разрешительных документов на вывоз товара, патентование этого товара или патентование какого-то знака, наименования организации. Также мы помогаем в размещении на электронных международных торговых площадках, такие как Alibaba, Озон, Amazon, Фардак и другие международные какие-то электронные торговые площадки. Начиная от консультации, в принципе, начиная от консультации по внешнеэкономической деятельности, заканчивая полным сопровождением экспортного контракта. То есть мы сперва проводим консультацию, дальше уже по цепочке проводим какие-то мероприятия, вплоть до заключения экспортного контракта для этих предпринимателей. Адам Шамханович, на самом деле, вот те виды поддержки, о которых вы рассказали, на самом деле очень значимые для бизнесмена, мне кажется. Только надо собраться, взять свой товар. Действительно, поехали. предпринимателям остается только иметь желание поработать и быть полезным для своего дела. В принципе, ему остается только искать пути получения этих услуг. Хорошо, давайте мы продолжим игру. 7-й вопрос. Как называется кавказская ветвь Великого Шелкового пути? Даринский путь, горный, Ласский, степной путь. Ну, я что-то слышал из них, скажем так, по истории, созвучное название вот Даринский путь. Потому что, ну, как-то горный, да, это бьется, но очень просто. Степной, это не степной. Но Даринский я где-то слышал. А может, это из какой-то ментальности, то есть мы что-то дарим своим... Не, это как... Дарим. Вряд ли от слова дарим. Дарить. Дарины. Так, давайте. Я путаюсь между ответом Ласским и Даринским путями. Ласки тоже можно как-то логично его привязать, если это от слова «лаз», потому что Дербент находится, как называется, Кавказские ворота между Каспийским морем и горным хребтом Кавказским. И как бы там такое горлышко, скажем, лаз, открыть ворота Кавказу в Дербенте. Ну, здесь можно я просто где-то рискнуть. Ты не можно, слышал, вот где-то я слышал, Даринский я Можно слышал. рискнуть. Доверимся я думаю, интуиции. Давай просто на интуиции выберем А. Даринский путь – это легендарный кавказский отрезок Великого Шелкового пути, рассвет которого пришелся на 6-7 века. Торговцы рисковали жизнью, преодолевая суровые перевалы главного Кавказского хребта. Здесь нас интуиция пока не подвела. 8-й вопрос. Где появилась первая современная свободная экономическая зона? В Ирландии, в Китае, в Германии, в США. В Ирландии, Так, сразу. да. Именно в ирландском аэропорту Шаннон в 1959 году появилась первая в мире современная свободная экономическая зона. Абсолютно верный ответ. Чтобы спасти регион от нищеты, власти освободили местный бизнес от налогов и пошлин. Эксперимент превзошел все ожидания, спас экономику Ирландии, стал шаблоном для создания технопарков и особых экономических зон по всему миру. И 9-й вопрос звучит так. Какое средневековое объединение купцов считают предтечей современных экономических союзов? Ломбардская лига, Лига наций, Ганзейский союз, Ост-Индийская компания. Ост-Индийская компания, Ганзейский союз. Нет, сложный вопрос. Ост-Индийская компания, это вообще, по-моему, Рокфеллера компания, которая нефтянкой занималась. Это был не средний век, это уже было гораздо позже, если я не ошибаюсь. Адам, я теряюсь. Что ты думаешь?
Я сейчас разрываюсь между Ломбардской лигой и Ганзейским союзом. И Союз это более уже современное. Наверное, все-таки, да? Ломбардская лига, ну, если мы сейчас объединение имеем в виду, может, Ганзейский союз, может, объединение. Союз это уже как-то не в средние века союзы были, мне кажется. Наверное, все-таки ты вначале был прав. Мне кажется, все-таки это лига. А если средневековое объединение, если мы сейчас средневековое объединение имеем в виду, я думаю, там остается либо союз, но где-то 20% тоже лига ломбардская, но на 80% я ссылаюсь на Ганзейский союз. Я на тебя полагаюсь в данном ответе, потому что у меня, честно сказать, идей нет. Я думаю, ответ С. С. Ганза объединила почти 200 городов Северной Европы. Абсолютно верный ответ. Союз имел собственный флот, суды, законы и фактически монополизировал торговлю в Балтийском и Северном морях. Историки часто называют Ганзу прототипом Евросоюза за создание единого экономического пространства без границ задолго до наших дней. 10-й вопрос, как вы думаете, про что будет? 10-й вопрос? Да, Про путь? финальный. Финальный? Да. Какие-то догадки есть? Ну, что-то на современности. И 10-й финальный вопрос звучит так. Валютой какой страны является Тала? Кипра, Самао, Болгарии, Андоррой. Так, это какой страны является? Ну, Кипр, Болгария, они разве сейчас не на евро вообще? Я знаю, ну, в Венгрии, допустим, свои кроны есть. Кипр Евросоюзу относится, Болгария Евросоюзу. Это остается, я думаю, или Самоа, или Андорра. Наверное, Самоа. Давайте Самоа. Тала – официальная валюта Самао, живописного островного государства в южной части Тихого океана. Абсолютно верный ответ. Самоанцы ввели ее в обращение в 1967 году, заменив колониальный фунт. Сегодня в кошельках местных жителей и туристов шуршат яркие блокноты с изображением местных пейзажей и традиционных мотивов. На самом деле и в Кипре, и в Болгарии, и в Андорре евро. Вы абсолютные победители. Я вас поздравляю. Какие у вас эмоции, впечатления? Я всегда хотел участвовать в таких играх, эрудированных играх, такие как «Кто хочет стать миллионером». К сожалению, мы сейчас играли. Но это следующий этап. Да, это этап. Действительно, это поучительная игра. Много сейчас уже начинаешь осознавать, что есть в мире много познавательных вещей. Есть к чему стремиться, учиться. Я вообще предложил бы среди нашей молодежи предпринимателей такого рода даже в эфире показывать, да, организовать такую игру, и торгово-промышленная палата, я думаю, и Центр поддержки экспорта, да, мы готовы участвовать как в виде какого-то тоже спонсора для призов для данных игроков, потому что, мне кажется, у нас в республике очень популяризирован спорт. Я считаю, что надо очень популяризировать игры, которые, да, развивают логическое мышление, общие знания. Кстати, хорошая идея про спонсорство, я думаю, мы с вами в этом направлении еще поработаем. Юсуф Магомедович, Адам Шамханович, я поздравляю вас, я горд, что вы победили. Спасибо вам за интересную игру.